Селям алейкум. Алейкум салям. Да. Честно говоря, Ренат, очень рад сегодня тебя видеть. Я очень хочу с тобой поговорить про твою поездку недавно, которая была. Я за ней следил, я думаю, что многие за ней следили. И вот хотелось бы твоими глазами, да, услышать эту историю, вообще вот про эту поездку и что в принципе нас объединяет. У нас же есть что-то общее, да, с этим народом, с этой страной, с этим местом. Давай вот по порядку вообще, как так получилось, что ты в эту поездку вообще поехал? Ну, скажем так, сегодня добраться до того же Стамбула, это там пересадки, какие-то, что вот только подумаешь, уже не хочется, честно говоря, выезжать. Как так получилось, что ты решился поехать? Знаешь, Лавер, я на поездки, связанные с полезными авантюрами, очень легкий на подъем. Мгм. И, может быть, благодаря своему авантюризму такому, мне удалось посмотреть, Аллах Чокшкур, довольно много стран, уголков, народов и другого. Поэтому, что касается именно вот такого подъема и толчка в поездку, он, в принципе, для меня не составлял труда. Мгм. Что касается выбора государства, понимаешь, есть много стран, которые уже более-менее информационно и не просто информационно открыты, и дорожки в которые протоптаны. Мгм. Учитывая то, что я архитектор, там, где я не был, и где есть интересная архитектура, я могу собрать информацию из открытых источников. Мгм. Их много. А вот Марокко – это та страна, которая по многим параметрам для архитекторов является не раскрытой до конца. Но информация, которая сквозит, говорит о том, что это колыбель целого большого архитектурного стиля, который как персидский стиль, допустим, либо который как османский стиль в архитектуре, оставили огромнейший след на развитие мировой архитектуры вообще. То есть вклад, да, мощный? Вклад мощнейший. Мгм. И для меня всегда, когда упоминают о Марокко, складывается некий ореол естественности и какой-то загадочности, которая проецируется на определенный стиль. То есть вот когда говорят «восточная сказка», Да. восточная сказка для меня не Багдад. Хотя вот для нас Багдад, потому что по Да, мультикам. но я не могу представить, что такое Багдад. Я тоже. А вот когда говорят «восточная сказка», я представляю именно некий марокканский оазис. Именно некая марокканская арка. Не так, к которой мы привыкли, а вот эта интересная подкова. Я сразу представляю себе обилие мозаики и красоту геометрического орнамента, который, как оказывается, имеет свои корни именно в Марокко. То есть, получается, Марокко это прям самобытная история, да? Марокко – это не просто самобытная история. Это, во-первых, этнически это очень интересный сплав народов, который дал вот такой толчок в развитие направления стиля. Прежде всего, это тот этнос, который формировался на территории Марокко и который потом, позже немножко, начал называться берберами. Это мощнейшая цивилизация со своей письменностью, со своим языком, со своей очень древней культурой, которые впитали в себя и культуру Древнего Рима, и культуру финикийцев, и культуру Карфагена, и культуру Древней Греции. Плюс, естественно, свои какие-то самобытности. Это вот такой мощный сплав. И, соответственно, когда еще добавлялись волны распространения ислама на территорию Северной Африки, к берберскому пласту добавился еще и идеологический исламский след. И получился такой очень мощный замес, который и рванул в свое время практически во все страны света. На сегодняшний день следы марокканской архитектуры
можно заметить не только на территории Европы, но и за океаном. Как это ни странно, допустим, в тех же Соединенных Штатах, либо на тех территориях Латинской Америки, либо Южной Америки, которые были подвержены экспансии Испании и Португалии. Потому что вот именно этот марокканский стиль архитектуры, ну по-другому еще его называют мавританский стиль, хотя Марокко, Мавритания это все одна земля, одна территория. Он отложился на территории Испании, и это не только моя точка зрения, а точка зрения многих ученых, исследователей, культурологов, историков, архитекторов. За почти 700-летнюю историю процветания Испании и не только сопряженных земель под владычеством мусульман, по крови это были больше марокканцы и алжирцы, но больше даже марокканцы. Он возвел в некий пик, возвел в некую топовую доминанту развития архитектуры и культуры Испании. То есть то наследие, которое имеют испанцы на сегодняшний день в виде архитектуры, оно имеет прямой отсыл к марокканцам. Когда мы вспоминаем Испанию, мы редко даем упор на те территории, которые находятся севернее Мадрида. Для нас Испания это прежде всего Мадрид и то, что лежит южнее, вплоть до Гибралтара. И когда мы фокусируемся глубже на Испании, прежде всего, допустим, для меня и для многих других вспоминается Альгамбра, Гранада, Толедо. Толедо это, кстати, бывшая столица Испании, и короли испанские формировались и царствовали именно с Толедо. Но когда мы рассмотрим стили, то это мавританский стиль. И, соответственно, те земли, которые были рядышком, земли современной Португалии, юга Франции и так далее, они все получили вот отмашку в таком направлении развития мавританского стиля. И со времени распространения ислама, со времени того, когда одни правители исламских государств менялись другими, допустим, когда османы переняли правление, этот стиль оставил тоже свой огромный след, в том числе и в османской архитектуре. А вот немножко про османскую давай остановимся, да? Где именно марокканский след, мавританский, остался в османской архитектуре? То есть, вот, допустим, был такой Меъмар Синан, да, который создал такой облик османский. А где вот именно вот это прямое влияние мавританской культуры? Меъмар Синан во многом базировался на исследования, связанные с Византией, да, потому что Константинополь Византия. И, соответственно, не тире, то, что осталось, то, что осталось, это объект прямого исследования и прямого наследия. Но то, что касается геометрии орнамента, это, на мой взгляд, и не только на мой взгляд, прямой отсыл к наследию Марокко. То, что касается применения характерной арки подковы, это отсыл непосредственно к Марокко. Либо, может быть, еще немножко расширя, можно сказать, что это отсыл к архитектуре Северной Африки, так называемых стран Магриба, которые, естественно, получили свой очаг развития, архитектурного развития. В данном случае, если мы говорим об архитектуре с территории Марокко. То есть это современная страна Алжир в своем понятии, современная страна Тунис в своем понятии, может быть там кусочек Ливии, Марокко, Мавритания, это все страны Шама. И вот они получили свой архитектурный заряд с территории современного Марокко и с того наследия, которое формировалось там. Но непосредственно формирование стиля мавританского
оно получило свои корни с берберской архитектуры. И в современном Марокко вот эти слои, вот эта красота послойная вся, начиная от древних берберов, заканчивая средневековым Марокко, мавританским стилем, она сохранилась лучше, чем где бы то ни было на сегодняшний день. И поэтому, когда мелькнула в голове шальная мысль, какое направление, насколько бы я не любил Турцию, но для себя Турцию я где-то уже открыл. Честно говоря, в направлении современных стран Персидского залива изучать архитектуру меня не тянет. Потому что там очень мало истории. А без истории, без самобытной истории, наследия в развитии архитектуры нет. На сегодняшний день, там, допустим, тот же Дубай, это может быть сплав работы великих архитекторов, но архитекторов современных. Кстати, хороший пример насчет Дубая. Без наследия. А вот Марокко – это страна, где есть наследие, где есть преемственность. И где есть вот этот стиль. Так же, как и персидский стиль. Может быть, я когда-нибудь попаду в Иран. Хотел бы. Потому что Персия – это огромный пласт культуры мировой. В том числе и который отразился на развитии архитектуры и культуры нашего народа. Так же, как и марокканский стиль. Ну, смотри, давай про поездку, да? Вот когда... Это же первая твоя поездка, да, вот туда, в Марокко? Или в ту сторону ты уже ездил? Я был в Тунисе, я был в Алжире. Ну, То Марракеш? есть это страны Шама. Это, извините, это страны не Шама, а страны Магриба. Магриб, Страны Северной Африки. Да. Соответственно, влияние архитектуры мавританской и марокканской там есть. Да. Но это не очаг. Да, это не о чем. Поэтому Марокко, Да. вот первый раз. Вот какое первое самое мощное впечатление было? Вот что сразу зацепило? Вот бывает Цвет. такое, что... Цвет для вер. Я никогда в жизни не видел такого обилия оттенков терракоты от бледно-розового до темно-коричневого, до шоколадно-коричневого в природе и в архитектуре. Потому что эти оттенки в своем естественном разнообразии перекочевали на архитектуру. Первое, что поражает, когда садится самолет, это цвет То есть ландшафтов и цвет архитектуры, цвет тех домов, которые там есть, и современных в том числе. То есть частный, современный, все под один стиль, да, Да. делается? И стиль очень красивый. Вот цвет, он радует. Ты понимаешь, нет чужого. Это первое, что меня сильно поразило. Обилие вот такой гаммы терракоты. От самой светлой до самой темной. Ну, это, скажем так, наблюдение сверху, вот ландшафт. А при приближении, когда касаешься к этой культуре, этих зданий, вот что... Я понимаю, это сильное впечатление, потому что ландшафт, он имеет значение. Вот у меня, когда мы в Турцию первый раз попали, меня вот эти флаги впечатлили, огромные флаги. И мне это показалось, как это компьютерная игра. Ну, есть такой момент, да, что какая-то земля, территория и эти огромные флаги. Вот впечатление было. Поэтому, что вот при приближении, при погружении в эту культуру, что еще? То, что касается непосредственно народа, который естественно сопряжен с архитектурой, то меня поразило дружелюбие. В отличие даже от тунисцев и от алжирцев, дружелюбие марокканцев, их отношение к гостям, оно намного выше и намного Глубже? даже глубже и ближе к нам. Да, я понимаю. Меня поразило обилие красивейших деталей, которые есть на простых улочках. Может быть, даже несколько отдаленных от пробитых туристических маршрутов.
Вот тот город Марракеш, куда я попал, а я стремился в Марракеш попасть, потому что это историческое сердце, это вот Ну, Марокко историческое равно сердце. Марракеш. То есть, Ну, для многих там, Да. может быть, кто-то параллели с другими городами проводит, там кто-то Касабланка, там океанские волны бьются и все остальное и так далее. Но для меня это Марракеш, это вот сердце архитектуры и сердце такой вот культуры. Куда бы, в какой переулочек я не свернул, на какую бы просто дверь не посмотрел, это некий шедевр, который хочется запечатлеть. Но ты понимаешь, что таких шедевров практически безграничное множество. не И замыливается понимаешь, взгляд? что запечатлеть все невозможно. Потому что на параллельной улочке, на параллельном доме ты видишь еще что-то более прекрасное, более совершенное, более классное. И потом уже даешь себе установку, все, стоп. Фоткать нельзя, снимать нельзя, надо только записывать вот сюда, потому что Да. нереально все отобразить. Времени не хватит. И телефона не хватит. Или там, ну, у меня не было другой, там, ни камеры, ничего, только смартфоны, которые я снимал. Поэтому решил погрузить это все вот в эту шкатулку памяти. Это тоже сильно поражает. Еще что поражает, что в Марокко остались разнообразие ремесел. И на туристический рынок предлагается та Ну, это продукция, хорошая фраза, выбрасывается. Ну, которая рынок же. сделана марокканцами, сделана марокканскими ремесленниками. То есть это не China made, а это made in Morocco. Это очень ценно. А с чем связано? Что все это Я выжило? думаю, что марокканцы, несмотря на то, что они были под колониальным гнетом, там были некие фазы деградации у них как государства и так далее, они очень гордятся и понимают глубину культуры своего народа. Они понимают, насколько марокканский стиль повлиял на развитие. То есть значимость они стилей. свою, да? И они понимают значимость. Они понимают, что то, что производят они из кожи, из дерева, из меди, из керамики, из стекла, из металла, оно характерно только Марокко. И оно эксклюзивно. И поэтому многие покупают именно то, что сделано руками марокканцев. И европейцы очень и очень стремятся за вот такого рода ремесленной продукцией. Но они, Потому да. что восточная сказка, она всегда в тренде. Не было ни одного дня, чтобы Восток был непопулярен. А восточная сказка для европейцев – это на сегодняшний день либо Турция, либо Марокко. Но Турция получила сейчас в современном своем восприятии больше современного влияния. А Марокко нет. Марокко остается восточной сказкой. Со всем, что из нее вытекает. А потоки туристические там такие, ну, Огромные. мощные, да? Огромные, мощные потоки. Дело в том, что уже, может быть, даже не одно столетие, ну, скажем так, столетие, это точно, европейцы облюбовали Марокко и как место своего поселения. Либо перманентного, либо... На старости лет, да? Да. Очень много кто поскупал себе там земли, виллы, не преображая под современный европейский стиль, они предпочитают жить, проводить старость, или не только старость, уикенды и так далее, именно в марокканской сказке. И это длится очень давно. То есть столетия это точно. А на современном этапе этот поток только увеличивается, потому что благодатный климат, потому что обилие лоукостеров, которые летят с Европы, огромнейшее. Это просто вот
как маршрутки садятся и взлетают Ну, с сколько? аэропорта. Не знаешь цену? Сколько примерно? Знаю. Ну, Пожалуйста, с Мадрида 24 евро. ну, для европейцев доступная цена, да? Ну, ты не со Стамбула обед летел? стоит 24 евро. Ну. И поэтому вот как на маршрутках они летят. И, естественно, вот то, что там осталось, для них это очень экзотично. Это Восток, это восточная сказка. Так, получается прикладное искусство мощнейшее, да? Что еще? Ремесла. Кухня. Архитектура древняя Мгм. и архитектура современная, как ни странно. Ремесло. Ну, мы о нем уже упомянули. Развитие сферы туризма. Развитие аграрного сектора. Очень интересные есть приемы. Мгм. И развитие людского потенциала. Людской потенциал, а что это? Что ты имеешь в виду? Там много ученых или что? Вот какой, что за потенциал? Очень много студентов, очень много высших учебных заведений и высших учебных заведений, которые фокусируются на развитии культуры, в том числе и архитектуры. И, естественно, современное марокканское правительство, кстати, это королевство, стараются этот потенциал у себя сохранять. Они прекрасно понимают на сегодняшний день, что развитие Марокко – это именно популяризация того, что осталось из наследия. Они это поняли и всеми доступными средствами стараются это популяризировать. И поэтому та молодежь, которая учится в этих учебных заведениях, она старается развивать в сфере культуры и туризма. И это остается в Марокко. И это влияет непосредственно на развитие современного состояния социума. Я когда следил за твоим инстаграмом, да, вот эти краски, эти цвета я тоже увидел. И эту плитку, мозаики. Вообще, поначалу мне показался очень перегруженный интерьер. Деталями, красками, вот всякими элементами. Ну, наверное, это как-то привыкать нужно, да, своя история. И также я видел, что ты ездил куда-то подальше от города, ну, условный аул, если так можно сказать, да? Это получается еще древнее, да, погружение, то есть еще больше, ближе к истокам. Расскажи вот про эту часть. Знаешь, Лавер, я выбрал Марракеш как базу. Марокко – это большая страна, по территории огромная, вытянутая и так далее. Потому что там есть сплав двух культур мощнейших, то есть исламской цивилизации и берберской цивилизации. Это пересечение географии очень интересное. Марракеш находится у подножья гор Высокого Атласа. Высокий Атлас – это снежные шапки гор, практически до 3000 метров. То есть это довольно высокие горы. И одновременно он открыт к просторам Атлантики. То есть до Атлантического побережья там 2 часа езды. И, соответственно, все, что связано и с географией, и с климатом, и отсюда же истекающие и социальные связи, они сфокусировались в Марракеше. И как центр притяжения культуры и как центр развития культуры он остался мощнейшим ядром. Поэтому я остановился базой в Марракеше. Культурное ядро. Да. Дальше очень удобно было исследовать 2 ключевых направления, которые интересны в Марокко. Это побережье Атлантики, потому что это еще одна субкультура. И это то, что находится за горами Большого Атласа. Это Сахара. Там абсолютно радикально другая культура. И вот насколько была возможность, а прежде всего это ограничение по времени,
потому что всего-то навсего 7 дней. Это для Марокко ничего. В целом 7 дней было. 7 дней. Да. Решил для себя львиную долю посвятить Марракешу. И как понял, что это невозможно, потому что сама Медина, древний город, 19 километров в своем диаметре. Это огромная территория. И обойти каждый переулочек, восхититься им, запечатлеть что-то невозможно. Невозможно за 7 дней. Нет, невозможно. То есть, наряду с этим ядром, с Марракешем, передо мной вот стала возможность исследовать эти две радикальных опции марокканских. Атлантическое побережье и то, что за горами Большого Атласа. То, что вообще является такой загадкой. То, что касается Атлантики, это город Эссуэра. Ну, как говорят, город Богемы, который назвали уже французы-колонизаторы, потому что и португальцы, кстати говоря, тоже колонизаторы, там кто только не колонизировал, кто только не гулял. И оставляли, естественно, свои небольшие такие впрыски, но в основном мавританская архитектура, Такая культура палитра, да, возникла? доминирует во всем. Вот. Просто они добавили некий европейский такой, на их взгляд, лоск, где добавили к традиционной архитектуре немножечко каких-то тонких европейских таких черточек. Да, это выглядит интересно, прикольно, но тем не менее немножко уводит в сторону современности от Марракеша. Хотя это имеет место быть. То есть фокус смещает, да? Фокус немножко смещает. И мешает обилие туристов, из-за которых невозможно рассмотреть красоту. Ты же тоже невозможно. Ты же тоже турист. Но Они тоже по делам приехали. турист немножко другой. Турист, хотя таких дурных сумасшедших там тоже немало, которые там в какие-то подворотни заглядывают, какие-то там отвалившиеся пласты штукатурки наглаживают и так далее. Сумку нет, там вывести ничего невозможно. А вот, кстати, ты говорил про вот эту вот глину, про этот саман свой, да, там свою уникальную какую-то технологию в Крыму. Давай, знаешь, что сделаем? Давай попробуем с Крымом вот параллели выстраивать, да? То есть мы же представители своей культуры, и ты как человек, который изучаешь свою культуру, погружаешься в другую культуру, что общего? Вот какие мостики мы можем как бы, ну, не возродить, а, скажем так, обозначить, да? Потому что они давно уже эти... Я для себя четко понял, что общего больше, чем разного у нас. И, наверное, все-таки это прежде всего благодаря нашей религии, которая объединяла очень большое количество стран и народов, немножко унифицируя, что ли, подходы к архитектуре в данном случае. И способ жизни простого народа, он во многом похож. Даже несмотря на разницу географическую, если посмотреть там древние какие-то поселения ближе к Сахаре, и поискать общее, что было найдено в Эссуэре, оно действительно общее. Ну, наверное, применение природных материалов, оно свойственно всем народам мира. Да? То есть вот то, что есть под ногами или под руками, да. оно применяется. Да, очевидно. Но, тем не менее, приемы схожести применения вот этих, скажем так, подножных материалов в Европе, они несколько отличаются от нашего. А вот, допустим, то, что я видел в архитектуре народов Кавказа, в нашей традиционной архитектуре ближе, может быть, к южному берегу и ближе к степной архитектуре, потому что
горная архитектура имеет свои несколько там отличительные нюансы. И той же марокканской среды она очень во многом похожа. Очень во многом похожа. Террасы, плоские крыши, соседство домов, Плоские обслуживаемые крыши. да, То есть, эксплуатируемые, которые обслуживаемые являются крыши. эксплуатируемыми. Те инструменты, которыми монтировались, делались эти крыши, и которые обслуживают сейчас эти крыши в народе, та организация жилого пространства, которая была свойственна нашему народу и которая свойственна современным марокканцам, она тоже похожа. То есть буквально дом. То есть буквально дом – это некое пространство, которое объединяет не одно поколение, а несколько поколений. Мгм. У нас в народе это было, когда несколько поколений жили либо рядом непосредственно стенка в стенку, либо терраса в террасу, либо блок в блок. В Марокко так же самое. Несколько поколений живут, объединяясь одним социальным пространством. И вот эта штука объединительная называется арабским словом риад. То есть некое селитивное пространство, жилой дом, который либо П-образный, либо Г-образный, Мгм. по контуру живет несколько поколений, внутри находится социально-объединительное пространство в виде красивого сада с небольшим водоемчиком, там, где несколько поколений собирались социально объединяясь, либо за приемом пищи, либо за обсуждением каких-то дел, либо попивая чай или кофе. Мгм. Так же, как и у народов Средней Азии. Если мы изучим, посмотрим на традиционные жилища народов Узбекистана, Таджикистана, Афганистана, то мы заметим эти же принципы, эти же приемы, когда несколько поколений объединяются одним социальным пространством. Вот марокканцы доточили это пространство практически до совершенства. Может быть, этому способствовал более спокойный этап длительного развития, без войн. Да, то есть не было разрушительного. Не было разрушений, как это было у нас. Не было таких мощных экспансий постоянных, как это было у нас. И поэтому они имели возможность доточить вот эти риады, вот это жилище до совершенства, вкладывая максимум энергии, знаний, таланта в отделку деталей. То есть, если это сад, он практически совершенный сад. Ты заходишь в это небольшое пространство, пускай там это 40 квадратных метров. Открытый верх, правильно? Открытый верх. Мгм. И ты замечаешь, как все правильно устроено. Как правильно работает вода, как правильно работает воздух, как правильно работает солнце, как правильно работает тень. Использование черепицы, Давер. Я удивился. Казалось бы, это Сахара, казалось бы, это несколько другой климат. Но черепица используется повсеместно. Дожди там нечасты, но черепица используется повсеместно. Черепица в основном глазурованная, черепица меньше, чем наша татарка по А размеру. форма? Та же. Тоже волна? Чуть-чуть она может быть более закругленная. Я думаю, потому что, опять же, они нашли более совершенные приемы производства этой черепицы.
И им ничего не мешало их дотачивать. В То есть, отличие, то есть, в отличие от возможно, нас. технологичнее, она более технологичная? Она более технологична, она более тоненькая, она более правильная, она красиво глазурована, она более ровно уложена. То есть ее легче стелить и меньше брака? Совершенно верно. Да, совершенно верно. Но это черепица. Если есть карнизные выносы, да, они есть. Они, может быть, не такие большие, они, может быть, не так расположены, как расположены в нашем традиционном жилище, но они есть. Ну, это, наверное, с углом Тот же, солнца связано, да? С зенитом, как солнце идет. ну, в основном, ты знаешь, это тенезащита, это солнцезащита, и это защита от косых дождей. У нас это больше косой дождь, и это солнышко. То есть естественная тень и косые дожди, то же самое. Глиносаман, он белился, либо не белился. То есть он подвержен естественному обрушению, разрушению, а верхний слой всегда легче защитить, чем починить, оштукатурить. Это трудоемче. Вот, поэтому и выносы были больше. Там выносы меньше, но тем не менее, да, это тоже связано с тем, что нужно защитить верхнюю часть от осадков и всего остального. То есть получается, что вот это вот супер продуманное пространство, да, которое веками оттачивалось и пришло к своему такому логическому виду, да, сегодня тоже является рабочей моделью, да, то есть если сегодня марокканец строит дом, он строит такой дом, да? Абсолютно верно, потому что... удалось попасть в такой дом? Да. Ну, во-первых, я целенаправленно выбрал место своей остановки именно такой ряд. То есть бутик-отель, который основан на традиционном жилье. То есть то самое патио или закрытый двор, вокруг которого существует это селитебное пространство, и которое было превращено там в небольшое количество номеров. А с улицы это что? Это просто квадратная дверь, С улицы прямоугольная? это дувал Да. красивого терракотового цвета и небольшой портал. То есть он, я бы не сказал, что особо приметен. Он не выделен Не броский. доминантой, как, допустим, в Средней Азии это выделялось. Но, тем не менее, когда ты отворяешь двери, ты попадаешь в абсолютно другой мир. Это абсолютный оазис всего. А можно угадать, богатый это или бедный дом? Вот с улицы смотря. Тяжело. В этом философия их, наверное? Тяжело. Я думаю, что в этом философия тоже есть, и это исходит к нашей общей культуре, к культуре народов, которые исповедуют ислам, что не нужно выпячиваться в данном случае, не нужно показывать свое благосостояние, потому что перед Богом все равны, и не нужно это выпячивать. Это вот грех. Разница западной, да, культуры и восточной, условно, если так взять. То есть в западной культуре стараются делать фасад, Да. кованый забор, показать свой фасад красивый. Да. А здесь получается очень Закрыто. закрыто. Вот, и, кстати, и в Иране тоже Закрыто. вот такая культура закрытая. И в Средней Азии. Ну да, да. Если ты помнишь Среднюю Азию. Да, я помню, Ну, конечно. вот, там то же самое. Помнишь эти закрытые кривые улочки, с двух сторон дувалы? Ну, как кишлак, И- да, условно говоря. Да. Да. И одинаковые, практически одинаковые входы в дом. Там, может быть, кто-то уже позже, когда стал побогаче, он там украшал резьбой, либо украшал там еще там, определенными элементами. Вот в Азии это, кстати, чуть стало больше явно. Ну, Да. может быть, это уже там советский налет пошел и так Скорее далее. всего, да. А в Марокко нет. Вот ты действительно идешь по улице, и практически одинаковые. Может быть, формы арок немножечко меняются, может быть, там какие-то декоративные элементы небольшие прибавляются, а так практически все одинаково. То есть хозяин дома по вот этой маленькому порталу показывает свою индивидуальность, да? То Да, есть там может что-то быть там... ручка двери, Да, да. знаешь, может быть там характер орнамента клепок, может быть вот где-то какая-то фишечка, какая-то деталь, может быть там чуть-чуть побольше эта арка будет, может быть она там двойная будет. Но это они считывают эти Они считывают, сигналы. да, Для они нас считывают. это, в принципе... Да, и у них, кстати говоря, очень много тоже на сигналах построено. И в одежде, и в
Во многом, да. А вот, получается, ты в семье жил, да? То есть семья в этом месте жила, или это как бутик-отель, они туда тоже приходят на работу? Да, это семья. У них есть несколько наемников, Мгм. которые помогают обслуживать, но в основном это то, что содержится семьей. Это А семейный на каком бизнес. языке ты с ними коммуницировал? Я общался на английском языке, прекрасно владеют там марокканцы и французским, и английским, и испанским. Это прям повсеместно? Или Но во всё-таки в всяком туризме? случае, там, где я сталкивался, трехязычные. Мгм. Помимо своей базовой. Помимо своей базы арабский язык, либо берберский язык. Потому что на берберском языке говорят и изучают его. Он отличен вообще от всех языков. Может быть, все-таки это связано с тем, что да, там большой налет туристов. Но тем не менее, арабский знают все старики, и французский, как правило, старшее поколение тоже знает, потому что это Ну, была еще колония. помню. Еще помню. Это колония А была. молодежь, дети? Ну, 3 языка минимум. То есть тоже, да? 3 языка минимум, да. Поэтому, в принципе, коммуникации не составляет никакого труда. И очень радушно, очень открыто. Очень радушно, очень открыто. И я это вот сразу для себя отметил, даже по сравнению с теми же тунисцами, с алжирцами. Пусть они на меня не обижаются, но вот Не, ну. марокканцы немножко вот открытие, мягче, дружелюбнее, что ли. Поэтому общались. Да, это семья, которая держит вот такой вот отельчик, и таких отельчиков очень и очень много. И туристы, в основном это западные туристы, они стараются селиться в такой вот Ну, я б атмосфере, тоже- вот в такой вот Я бы сказке. тоже с удовольствием. Потому что там все настоящее. Конечно. наверное. Какой смысл ехать Вот. там в Seven Hills какой-то, который везде одинаковый? Да, ты понимаешь, они там есть. Они там есть и Moving Peak, Да. и Редисон, Да, и все да. остальные, Хилтоны и так далее. Но не туда стремятся. Не нужны. Во-первых, вот такую штуку гигантскую не поставишь в центре этой закрытой территории, в центре этой Медины. Это сделать нельзя, да это и не нужно никому. И поэтому, ну хорошо, но они же по всему миру одинаковые. Ну да. А здесь ты приезжаешь именно за сказкой. И эту сказку ты получишь только в таком Риаде, когда стены глиносаманные, когда настоящая хорошая деревянная резьба, когда настоящая резьба по камню, когда настоящий старый сад. Вот эта вся атмосфера, она настоящая, она не переделанная. Не воссозданное, да? Естественно, вот такое нужно. Такое соответствует нашей природе. И, конечно, максимум получаешь информации, живя в таком окружении. Ты смотришь, что творится ночью, как эти стены работают, как работает свет, который проходит через витражи. Витражи, искусство витража – это отдельная вообще марокканская история. Витраж – это совершенство в Марокко. Стекло, текстура стекла, сумасшедшие цвета просто, все природные цвета, потому что в основе это минералы, которые закладывались в это стекло. Совершеннейшая резьба по дереву. Я думал, что Это все ручное, да? То есть... все ручное. Я думал, что то, что я видел в Средней Азии, оно меня всегда поражало. Те двери, которые сохранились в комплексах Самарканда, которым по 600, по 700 лет, я поражался и думал, что перепрыгнуть где-то это невозможно. Но оказывается, есть такие же шедевры в совсем другой части света, с совсем другим орнаментом. Возможно, даже мастера одни и те же кочевали. Возможно. Их же заказывали. Возможно, вот. их заказывали. Допустим, Тамерлан, который решил сделать Самарканд столицей мира, он же, грубо говоря, выписывал или привозил, созывал мастеров со всего света. Ну, у нас в Ханском тоже. Там, где он не мог завоевать, он договаривался, он платил огромные деньги, и приезжали эти мастера и делали. Это были персы, это были кавказцы, мастера с Азербайджана, это были греки. У нас то же самое. Пожалуйста, портал Оливиза. Это работа средневекового итальянского мастера.
именно которого наш Гирей пригласил и заплатил огромные деньги. И именно поэтому этот портал является собой вот такой вот кусочек эпохи Возрождения. Это уникум. Мы еще не понимаем до конца, чем мы владеем. Маленький кусочек эпохи Возрождения, который практически после возникновения эпохи Возрождения в Италии и с небольшой экспансией на близлежащие страны вдруг появляется в Крыму. То есть, вот, грубо говоря, там Ренессанс в Италии, Ренессанс в сопредельных государствах и в Ренессанс в Крыму. Это очень интересный факт. То есть это наложение на такую культуру, да? Это говорит о том, что, во-первых, наши предки были люди культурные, люди, которые следили за, я извиняюсь за такие слова, за мировыми трендами. В теме были. И то, что были в теме, и то, что не противоречило религии, оно возникало здесь. То есть мастера издалека приезжали и сооружали очень красивые вещи, оставляя свой след. То есть это персы и так далее, и итальянцы в том числе. То есть абсолютно нельзя исключать, я думаю, что это так. Я уверен, что это так, что марокканские мастера, они Скорее всего, это что? путешествовали по всему свету. И вот именно тот геометрический орнамент, который является, наверное, венцом орнаментального искусства по своей гармонизации, по своей геометрии построения, имеет корни именно из Марокко. И в том числе и на наших средневековых памятниках, которые до нас дошли, можно увидеть очень много образцов следа мавританской архитектуры, а именно в геометрическом орнаменте. А как понять, где эта грань, когда это еще марокканская или уже крымско-татарская? Вот где эта грань? Как, допустим, да, вот, к примеру, я сегодня начинаю строить дом и делаю сачак, допустим, не как у нас положено, да, а короче, на марокканский манер. И мне знающий человек говорит: ой, а что ты в марокканском стиле себе дом строишь? Ты что, марокканец? Вот где эта грань, где мы уже это приняли и говорим, это уже наше, а это еще не наше? Знаешь, Главер, мы не сможем сделать вынос коротеньким, ну, только если это какая-то наша прихоть, или там хопайство, или твердолобость. Хочу, и все, Приехал, и точка. Ты говоришь, вот я теперь хочу вот так. Но это будет противоречить особенностям нашего климата. Понимаешь, коротеньким выносом мы не защитим верхнюю часть дома от косого дождя. Да, хорошо, современные средства там фасадной отделки позволят закупорить, заклеить, замазать это все там, откидывая воду, защищая. Но тем не менее, вот от недалекого прошлого мы не могли себе это позволить, потому что верхняя часть дома от косых дождей, она просто штукатуркой Ну, это я тебе такой пример сказал. А вот в глобальном плане, где вот эта вот черта? Знаешь, почему говорю? Вот смотри, давай, забегая вперед в будущее, скажем так, что не возникнут ли вопросы, что Ренар Царанаев внедряет в крымско-татарскую культуру марокканский стиль? Ты же проекты домов делаешь, вот где-то вдохновляешься линиями, знаешь, сгибами. Давер, я буду гордиться, если мне удастся то, что я увидел хорошего и полезного в Марокко, и то, что подходит по стилю жизни и по культуре, и по традициям в нашем народе, возобновить и культивировать, скажем так. Потому что это было исторически. Потому что тот орнамент, который есть на наших старых мечетях, дюрбелер, средневековых, старокрымских, бахчисарайских, он свидетельствует о том, что это именно марокканский орнамент. Это не персидский орнамент. Это геометрия, которая свойственна для Марокко.
тот характер марокканской арки, марокканской подковы, который есть на некоторых наших культовых сооружениях, и который, к сожалению, не остался. Только по фотографиям мы можем судить, что были некие мечети, которые имели в виде арки нехарактерную и часто используемую иранскую арку, то есть Да. простую стрелу, Да. а именно марокканскую подковку. Мгм. И даже та архитектура, которая появилась в дворцах и богатых виллах Южнобережья в XIX веке, тот так называемый период романтизма, он в себя больше впитал марокканские черты. Взять южный фасад Воронцовского дворца, это характерная марокканская подкова с геометрическим орнаментом, который характерен и орнаментом очень традиционно марокканским. Есть там некие, извиняюсь за слово, фишки, которые характерны в орнаменте именно для Марокко. Вот, допустим, в отделке южного фасада Воронцовского дворца это очень четко видно. Если мы возьмем наследие семьи Юсуповых, да, вот его именно романтическое повторение восточной сказки, оно выливается больше вот в мавританский стиль. Если мы возьмем легендарную красивейшую виллу в Стамбуле, Феодосия, то это синтез мавританского стиля. Да, там немножко есть присутствие и османского, и персидского, Ну, смешно. но основа – это Мавритания, это Марокко, потому что оно более ярко и более близко к сказке восточной. Наш традиционный стиль, он не такой сказочный, он не такой ярко выраженный восточный. А мавританский, вот он, когда мы посмотрим на геометрический орнамент, мы сразу скажем, что это орнамент восточный. А растительный орнамент требует несколько пристального взгляда, потому что растительный орнамент мы можем увидеть в примерах эпохи Возрождения, викторианский стиль. Там много орнамента. И чтобы понять, что это именно наш, нужно к нему присмотреться. Нужно увидеть те элементы, которые свойственны именно нашей культуре. Восточные элементы в растительном орнаменте. То, посмотрев на геометрию орнамента, сразу скажешь, это Восток. Все, то есть его ни с чем не перепутаешь. Он характерен только для Востока. И вот он этот запал дал по всему исламскому миру. Но вообще орнамент это же язык. То есть это, скажем так, древнейший язык, язык орнамента. Да. Сегодня марокканский язык орнамента, он известен же, они же ничего не потеряли, они читают его. Есть язык, которым они общаются в текстиле. Это прямые посылы, прямые письма. Но, в принципе, язык текстиля, он был характерен для многих народов. Ну и гридал имеется в виду, да? То есть, Ковры, А, орнаментация, текстиль. текстиль. Ну, Всё, ковра да. качества. Да, Да, да. язык орнамента это письма. Да. Они более, скажем так, вот информационно несущие. Либо язык вышивки, применение цветов, линий и так далее. То есть это более ясное письмо. Что касается геометрии орнамента, то это, во-первых, больше подходящее для архитектурного декора. И это свидетельство более глубоких знаний геометрии, которые применяются в украшательстве фасадов. Геометрический орнамент нанести на ткань очень тяжело, потому что это тончайшие пропорции, это совершеннейшие пропорции. Весь геометрический орнамент строится. И строится, как правило, на
отношениях золотого сечения. Это все тончайшие построения. Растительный орнамент не требует такого построения, не требует такого напряжения мозга и не требует такого правильного использования пространства. Ну, более произвольная, да? Он более произвольный, он более народный, он более простой. Геометрия требует учености. Поэтому она характерна для архитектуры. А архитектура в нашем народе, более выраженная, это фасады культовых зданий. Потому что простому крымскому татарину абсолютно не нужно было украшать свое жилье. Почему? Ну, потому что он социально понимал, что это незачем. Как это? Он мог украсить его внутри, так же, как и марокканцы украшают свой двор внутри. Но на показ это редко кто делал. Очень редко кто делал. Потому что смысл жизни был не получать удовольствие от показной роскоши и красоты, а прожить жизнь правильно и скромно, чтобы получить довольство потом, после окончания жизни. Это философия крымских татар и других народов, которые исповедуют ислам. Ну да. В нашем народе это было так, а там, где можно было уважительно отнестись и больше потратить средств, времени, работы мозга, работы ученых, архитектурных ученых, я имею в виду зодчих, Да. это культовые сооружения, где можно было украсить более дорого фасад, где можно было поставить более дорогие двери, которые могут служить большее количество времени, где можно было интерьер применить более совершенно, что ли, более долговечно и красиво. Вот там использовалась геометрия. Вот фасад Старокрымской мечети. Синтез сельджукского да? орнамента, да, хана Узбека, и мавританского орнамента. А там же простая коробка, там где... Нет, там портал, вот если обратишь внимание да, на да. портале, есть именно та самая сельджукская коса, это тоже геометрия, и вплетение геометрии, геометрических звезд. Это наследие Марокко. Требует изучения. Каким образом, как это распространялось, как это попадало. Какие ученые привозили, где это изучалось. Были ли это наши ученые, зодчие, которые выезжали и изучали. Или все-таки это приезжали зодчие, которые творили. Это требует изучения, потому что огромный пласт для того, чтобы докопаться вот до всех этих тонкостей. Они интересны. Действительно интересны. Но в Крыму это встречается повсеместно. Даже вот есть несколько мечетей, которые сохранились на сегодняшний день. В Симферополе есть мечеть Сейт-Нафе. Она не такая древняя. Да, у нее там может быть история больше 100 лет, но не может быть больше, чем 200 лет. Но тем не менее, я обратил внимание, что окна имеют именно характерную мавританскую арку, именно характерную подкову. Старые мечети южного берега, они имели тоже такие же подковы. Не все, но многие мечети. То, что можно судить по фотографиям, либо по гравюркам. Но вообще мечеть, вот допустим, дизайн мечети, это же определял народ, который жил в этом районе, правильно? Ну, во-первых, исходя из потребностей того или иного населенного пункта. Сколько живет население, которым необходимо зайти и совершить обряды поклонения. То есть базово это утилитарная миссия, да? Крупное село, соответственно, нечего делать огромную мечеть, а легче сделать несколько мечетей. Там, если это какое-то рельефное расположение села, там, в верхней части и в нижней части мечети, чтобы нижняя часть ходила в эту, там, а верхняя часть в эту. Поэтому во многих селах не одна мечеть, а 2, а то и 3. Чем крупнее село, тем... То есть, и таким образом они как бы уже являются более квартальными мечетями. Они все простые в плане, как правило, это прямоугольники.
Как правило, в основном это бескупольные, то есть простая вальмовая крыша, крытая черепичкой. Мгм. Но это именно исходя из потребностей населения. То есть сколько живет народу, Ну да, такая то есть по это, вместимости и мечеть, либо несколько мечетей. да. А, А мечети в крупных городах, которые называются джумаджами, да, это уже мечети соборные, это уже мечети, куда народ ходит по праздникам, куда ходит народ по пятницам на джума. Да, это вот более такие собирательные мечети, куда нужно пойти специально. Да, они требуют уже совсем другого подхода, они требуют больше капитальности, требуют больше затрат для того, чтобы они и были служили дольше по времени. Вот возьмем Евпаторийскую мечеть, которая является наследие Синана. единственное, да, уцелевшее? И что-то Да. еще есть? В Крыму, да. В Крыму единственная уцелевшая мечеть. Вот совершеннейшее строение. Да, там менялись минареты и так далее, но вот само по себе, по Коробка. пропорциям своим, коробка, соотношение объемов, куполов, это совершенное пространство. И по акустике, и по всем остальным характеристикам. Но это пятничная мечеть, это праздничная мечеть. Она из камня, она имеет очень красивую орнаментальную отделку снаружи. И снутри я не знаю, какой был интерьер в изначальном облике, но тем не менее, даже то, что там осталось, да, это наследие византийского стиля, османского стиля, скажем так, но тем не менее, это вот очень хорошее, очень правильное, очень надежное сооружение, которое Ну, служило и простояло немало. служит Да. на протяжении там, 500 лет. И другие мечети были, которые там были разрушены целенаправленно, либо часть из них, может быть, где-то рухнула из-за землетрясения крымского, но тем не менее были большие пятничные мечети, праздничные мечети, которые были капитально построены, большими, вместительными и красивыми. Они имели характерные следы в своей отделке, в том числе и марокканской. А вот сегодня ты же в том числе и мечети проектируешь. Вот Хадр Джами, это твоя работа, да? Поправь меня, пожалуйста, если я неправильно Есть, говорю. да, есть для Верт те мечети, которые я спроектировал изначально. Есть те мечети, куда меня приглашали для того, чтобы я занялся определенным этапом работы. Будь то там, допустим, наружная отделка, как это было в мечети, которая находится в Леватках, либо там убранство интерьера, либо, может быть, еще какие-то отдельные составляющие комплексов. Может быть, ландшафт, может быть, там, если уже мечеть построена, какие-то сопрягающие пространства, там домик имама, либо то, что касается абдес-хани, общественных каких-то там ифтар-хани и так далее. Либо нарядить фасад и построить ландшафт, как вот сейчас с Маринской мечетью мы работаем. Вот. А Маринская это какая мечеть? Ну, в Маринской пятничная Ну, мечеть. это большая мечеть. Большая мечеть, да, Марин. То есть сейчас там идут работы по фасаду, по благоустройству, по решению входного узла. Потому что тогда строили наспех, естественно, никто не думал о том, что нужно решить удобство, правильное, комфортное использование. Думали прежде всего о том, что нужно построить мечеть, чтобы прихожанам было где молиться. Ну, это разве не типовой проект? Там, не... Нет, это не типовой проект. Это не типовой проект. Это, может быть, в основе где-то когда-то был типовой проект, но он претерпел такие видоизменения. Ну, как будто бы Потому что логика мечети, как будто бы это уже не одно столетие. Как бы. Ну, то что там еще придумывать? нет, на самом деле, для Вер, если бы
современная архитектура культовых зданий, сооружений имела четкое наследие старых зданий, Преемственность, да? преемственность, да, то я думаю, что не было бы такого хаоса и не было бы нужды перестраивать эти здания. Мгм. А так, ну, видно, что они несколько неказистые. Либо огромный непропорциональный купол, который непонятно на что опирается. Либо неправильное решение самого пространства. Либо слишком много яркой отделки, Пестрая слишком, да? пестрой. Это тоже от некого незнания. Может быть, человек, который тратит деньги на этом пути, делает это искренне. Чтоб Потому что нарядно любая было. отделка Да. это дополнительные средства, это большие средства. Но тем не менее, это может тоже отвлекать от фокусировки предназначения мечети. Поэтому, если бы было более глубокое изучение истории строительства культовых сооружений, то, может быть, и не было бы таких ошибок. А это Даже те типовые проекты, которые брались как бы за основу, они из-за того, что это требует определенных более глубоких затрат, более скрупулезного подхода к сооружению подкупольного купольного пространства, они претерпевали упрощение изменений, и поэтому это приводило к тому, что купола были ненадежными, они стали разрушаться. Либо конструктивно, из-за того, что не так была распределена нагрузка, как она должна была быть распределена. Мечети в конструкции давали трещины и появлялись изъяны. Так это получается, что в архитектуре это отдельное направление? Да? Ну, Да. не может же любой архитектор взять и мечеть спроектировать? Да, это отдельное направление. Это отдельное направление, потому что жилой дом мог построить практически любой. Вот если взять наш народ, Ну, так и было. так и было. Дед, отец, сын. И пошла преемственность. То есть геометрия жилого дома исходила из социальных устремлений. Все просто, Практично. есть практично и Надежно. по-своему красиво. Ну да, своя красота есть. Своя красота. Красота в простоте и в чистоте. То есть была зона общественная, где принимались гости, и была зона интимная, в которую доступ был закрыт. Семейная зона. Если это даже самая простая семья, в любом случае это правило сохранялось. Есть зона гостей, Ну, гарем, пусть это условно. маленький уголочек, но тем не менее он отделен от уголочка, в котором находилась семья. И, естественно, это был пусть и маленький уголочек, но там, где нужно было совершить омовение. То есть санитарный блок. Мгм. Небольшой, самый скромный, но он был. Вот прообраз жилья. Мгм. Где больше семья, где чуть больше достатка, дом мог быть побольше. То есть не одна спальня, а две спальни. Комната там не 3 на 3 общественная, Мгм. гостиная, а 5 на 4 для большего количества гостей. Может быть, появлялось там где-то дополнительное пространство для хорошего очага, чтобы можно было приготовить больше пищи и так далее. Да? То есть достатка Ну, больше, понятно, соответственно, вот больше размер дома. Но глубоких знаний, таких как для сооружения мечети, не требовалось. Все просто, все передавалось по наследству. Дед или прадед построил дом, простоял 100 лет, вот эти узелки крыши работают правильно, черепица работает правильно, определен угол, который выверен по своей правильной работе отвода воды крыши на протяжении столетий, и он повторяется один и тот же, потому что дед сказал Балам, угол 22 градуса, я утрирую, Да. и так и будет, потому что это лучше всего. Там вруб
одной строительной конструкции деревянной в другую, в виде там ласточки на хвоста или там еще чего-то. Надежный, работает долго, он будет вот таким. Лес для строительных конструкций нужно рубить вот в это время, вот в такую пору, вот таким инструментом. И сушить и обрабатывать его нужно будет вот так. Это делал мой прадед, это делал мой дед, это делаю я, это делать будешь ты. Потому что это надежно и правильно. И другого не нужно. Ну да. А мечеть нет. Мечеть — это общественное пространство. Мечеть — это то, где собираются масса народу. И ответственность намного больше. Соответственно, для того, чтобы это было и надежно, прежде всего, и красиво, и комфортно, она выше. И здесь нужны определенные знания. Даже если мечеть строилась народом, в любом случае искались некие знания со стороны. Как правильно ее посадить, где правильно сделать вход, как правильно вычислить направление кыблы, как все-таки правильно перекрыть довольно большое пространство зала, чтобы крыша не прогибалась, это черепица. Как правильно выложить арочки, которые в простых домах в принципе не нужны были. И так далее. То есть здесь требовались определенные знания. И чем больше была мечеть, тем больше знаний нужно было. Поэтому Евпаторийская мечеть, она была возведена по проекту Синана, величайшего зодчего. У крымского государства была сила, были деньги и была возможность пригласить такого зодчего. Пригласили, соответственно, мы получили шедевр, который на сегодняшний день нам служит. И были и другие мечети, очень интересные, которые, к сожалению, нам недоступны сейчас. Но, тем не менее, подходы вот к их сооружению, они были с ученой мыслью. А в Марокко мечети удалось побывать? Ну, посетить, посмотреть? К сожалению, большинство мечетей на сегодняшний день закрыты в Марракеше. Закрыты, потому что не так давно там было очень разрушительное землетрясение. И существует указ, до тех пор, пока не будут проведены укрепительные дополнительные работы, общественные здания, это не только мечети, а и там другие общественные здания, тоже медресе и так далее, они закрыты на... Многие разрушились на восстановление и на укрепление дополнительные, чтобы избежать повтора вот таких вот разрушений, и было большое количество жертв. А следы разрушений видны? Видны, да, видны. Появились трещины, и минареты просели, есть разрушения в конструкциях, да. Вот, от землетрясения никто не застрахован. Да. Большинство построек осталось целое, потому что это глина-саман в основе. Глина-саман — это вообще это уникальный материал. Я думаю, что мы когда-нибудь вернемся к истокам применения его. Ты же архитектор, давай вводи. От твоего слова уже многое зависит. Не так много. Но вот тебе пришел заказчик, говорит, я из газобетона хочу. Ты говоришь, нет, ты хочешь из глины самана. И вот почему. Знаешь, Давер, у нас была одна попытка, это было, наверное, лет 12 назад, построить дом из глины самана. Частный дом. Частный дом. Потому что нашелся, простите меня, пожалуйста, такой же сумасшедший, дурной заказчик, как архитектор. Назовем инноватор. Красиво. Который сказал: Ренард, давай построим из глины самана. Деньги не проблема. Как оказалось, потом это было намного дороже, чем строить из чего-либо другого. Но заказчик говорит, что я уверен, что это самый совершенный тип материала. Давай. Ну, я сначала немножко растерялся, хотя я люблю эту тему, изучал ее, потому что вдруг нашелся такой вот мушкетер-герой. Давай. Начинаем проектировать дом именно под
конструкции и стены, и использование глиносамана. То есть это, естественно, и он шире, и там есть определенные Свои приемы. нюансы. Что получилось? Что он, обладая определенным финансовым достатком, не мог найти исполнителей этого проекта. Ну, Он не мог найти людей, которые согласились бы сажать фундамент из глиносамана. Не мог. как у В Нафнафа конце там, концов, да, он с отцом и с братишкой, отец уже был в возрасте, делал это сам, потому что никто не хотел брать на себя ответственность. кирпичи сами делали, вот такая история? Сами. Там, знаешь как, там основу фундамента собирали из больших камней, но клали их на глиносаман, укладывали. Да, там брали краеугольные камни, как правило, они более То большие. есть соединительная штука это глиносаман. Глиносаман. Дальше технология такая, что есть методика формовки блоков. У наших предков была еще одна интересная, простая, но совершенная методика, когда делали армирование из плитника и закидывали глиносаманом. И есть еще одна методика, когда делается определенное опалубочное пространство и забивается глиной. То есть это получается как бы большой блок, когда снимается опалубка, либо есть несъемная опалубка, которая так и остается в виде там деревянных направляющих, каркасных. То есть в основе все равно деревянный каркас идет, и к нему крепятся некие направляющие, в которые забивается глиносаман. Так. Вот решили попробовать именно забивать глину. Потому что доступность изучения этого приема оказалась шире, чем изучать то, как это делали наши предки более просто, формуя кирпичики 100 лет назад. Как оказалось, этой технологии найти невозможно. Это нужно было экспериментировать, выясняя пропорции, как их правильно подсушить и так далее и тому подобное. Потому что концепция сушки и заготовки среднеазиатская чуть-чуть отличается. Там климат другой, там солнце Сухой другое, и и там сухой. земля другая. У нас глина и все остальное оно другое. И поэтому решили использовать метод забивки. Как оказалось, он очень широко известен в Европе. И как оказалось, что дорогущие отели в Альпах, в Швейцарии, во Франции, в Италии используют технологию глиносамана. И это именно эко-отели. То есть несъемная опалубка, куда забивается глиносаман. И поэтому какие-то аналоги смотреть, подглядывать можно Да. было, проецируя на Ну да. нашу реальность. Не достроили. Не хватило сил и не хватило денег. Потому Ну, что, на как каком оказалось, этапе? заготавливать глину саман, возводить деревянные конструкции с определенным шагом, это все еще пока на тот момент было рановато. То есть Не до крыши удалось дело не довести дошло. до конца. Нет. Нет. И потом заказчик уехал. Потом заказчик уехал. Вот был такой опыт. Хотя, Но не из-за дома же он уехал, да? нет, он уехал не из-за дома. Ну, мало уже расстроился. Может быть, он парень упертый был очень. Я думаю, что если бы это не год, не два, 5 или 6, он бы все равно там, мы бы это дело довели. Хотя сейчас появляются все-таки вот уже более совершенные технологии, в том числе и позволяющие более дешево собирать опалубку и где-то даже заменять деревянные конструкции синтетическими, но в любом случае используя в основе как Принцип, да? тот? принцип саманного строительства. Я думаю, что мы к этому вернемся, потому что это именно принцип экологичности. Вот когда мы заявляем, мы хотим эко-жилье. Мы не имеем эко-жилья. Даже если рассматривать ракушку как материал экологичный, Это не это? мы, уложив этот прекрасный камень, с двух сторон закрываем его клеевой массой, шпаклевкой снутри и обоями, как правило, виниловыми, либо синтетическими. Это пленка.
и шпаклевкой снаружи, панцирь, который практически не дышит. То есть та самая ракушка, экологически чистая, камушек, который нужно беречь и оставлять для дыхания, он остается замурованным двумя синтетическими пространствами. И говорить об экологичности здесь можно с большой-большой натяжкой. Он же и воду тянет, если его не оставить так, как он есть. Ну, наши предки же использовали по-другому. Наши Ну да. предки, поверь мне, пожалуйста, виниловыми обоями не пользовались. И не пользовались теми финишными шпаклевками, которые есть на сегодняшний день. Был же глина-саман на фасаде, и была известь. И дома же стояли, Ну, и к они до извести- сих пор стоят. К извести у меня претензий нет, нормально смотрится. А глина-саман? Ну да. Когда я посмотрел, как это делается в Марокко, красота его применения, вот та самая фасадная отточенность, тот самый, знаешь, принцип. Одно время, помнишь, была в тренде в интерьерах венецианка, штукатурка. Атачента, венецианка и так далее. Я Когда помню, что этот тренд, как этот лофт тренд был, Ага. когда все строились. Ага, то есть ты намекнул на то, что У меня просто случай был. ты молод, ты молод, Не в этом смысле. а я уже с бородой седой. Не в этом смысле. Потому что лофт это десяток лет, а вот венецианка это, да, это уже с бородой. У нас есть общий просто, ну, такой друг, он тоже архитектор, и он 15 лет прожил в Германии. Приехал в Крым и построил дом. И пригласил нас в гости. Я захожу, а у него все там так вот, все необычно, вот какая-то плитка, вот, ну, то есть необычный татарский дом. И он говорит, вот, смотри, говорит, вот такой стиль. А на потолке просто плиты перекрытия, без ничего. Я говорю, а это ты не успел доделать? Он говорит, нет, это вот такой стиль. Я говорю, ты знаешь, он очень похож на наш стиль, когда мы в Крым переехали и не могли просто потолок Да, стиль первых 10 лет. гипсокартоном скрыть. Нашел. Ну, такая отсылка. Хохма. Да. Так вот, те фасады, которые существуют в Марокко, в Марракеше на сегодняшний день, не только в Марракеше, я видел их в Марракеше, это та же самая венецианка, в 100 раз красивее, или то же самое Таченто, но только природное. То есть глина-саман, который покрыт неким воском. Это не пчелиный воск, я называю воск в кавычках, это некая смесь жиров природных, в том числе там и коровий жир. Насколько я потом еще пытался узнать, и там в 2 словах мне сказали, что это некое варево костей, шкур и так далее и тому подобное. То есть как желатин, что ли. Холодец, короче. Да, который добавлялся, и вот который втирался вот в этот То есть глиносаман. он какой-то слой, да, создает защитный? Да, это пленка. Вот ты просто дотрагиваешься до него, это та самая венецианка от Ачента. Но только это глиносаман и природный защитный слой. И он работает во влаге, он работает в солнце. Он эстетически приятен, его можно мыть. Та душевая кабина, которая была установлена вот в номере, мною снимаемом, она была именно вот так вот. То есть это старая душевая кабина, вот эти вот перегородочки глиносаманные, которые обработаны, может быть, они были несколько раз обработаны, но они прекрасно отталкивали воду. И более того, я уверен, что это и из санитарных норм намного полезнее, чем нечто другое. И эстетически это классно, потому что это соответствует природе. В конце концов, мы же созданы из глины. Ну, так написано. Так написано. Может быть, глину надо Может, не все из переиспользовать. глины, может, что-то из известняка. Так получается же, мы же имеем интересную ситуацию. То есть ты как архитектор и уже, скажем так, узнаваемый архитектор с именем, ты же можешь вот эти идеи в массы-то внедрять, с тобой же советуются. То есть когда тебя спрашивают, говорят, Ренат, нам альминский блок или ракушняк? А ты говоришь, глина. Для Вер, чох сал тебе за то, что ты понимаешь, что нужно делать именно так. И я уверен, что мы дойдем до этого этапа, когда архитекторы будут советовать заказчикам выбор природных материалов.
а не следование синтетическим составляющим, неудобность которые материала. есть на нашем рынке. Потому что глина несколько неудобна в современном строительном процессе. Да, я понимаю. Во временных характеристиках, может быть, даже и в материальных характеристиках. На примере вот того строительства дома оно дороже выходит, как ни странно, хотя это глина. Но мы придем к этому. Потому что 15 лет назад в Крыму практически не было домов, которые бы своим обликом были похожи, современных домов, Да. которые бы похожи были на дома наших предков. Более того, когда я, это уже было очень давно, написал статью в газету, была такая газета «Голос Крыма», о том, что нам нужно строить дома так, как учили наши предки, я получил такой шквал критики от наших соотечественников, которого я не ожидал. И общий посыл был такой, что то, что ты предлагаешь, это несовременно. Таким образом не построишь большой дом, а ты вспомни, когда мы вернулись, была тенденция, чтобы вот 3 этажа хотя бы. роднее бросить якорь, быстрее бросить якорь, нужно было вот дом построить больше. Не думали, как его закончить и так далее, вот надо было бахнуть дом. И, соответственно, появились вот наши первые эти Памятники красивые, архитектуры. красивые там корабли, Титаники и все остальное, которые сейчас уже, слава богу, перестраиваются, но тем не менее они есть. Да? Вот первые наши поселки компактные. И такой шквал критики был. Я удивился и обиделся очень сильно. Думаю, ну неужели я что-то неправильное говорю? Но сейчас Аллах чокшкур, слава богу, мы видим, что все-таки вот в облике наших поселков, либо там не просто поселков, появляется узнаваемый наш стиль. Да. Появляются выносы. Тот, кто не может себе позволить черепицу, играют цветом кровли, будь то битумка, будь то металл, но тем не менее стараются, чтобы он по цвету был терракотовый. Мимикрируют под... Совершенно верно. Характер, угол кровли, он тоже из Снижается. остроконечного снижается, и вот видно, что дома немножко трансформируются под близкий нам и правильный стиль. под логичное, скажем так. Под логичное. То есть прошло 15 лет, скажем так. Меняется облик. Я думаю, что мы все равно вернемся к тому, что, как ты говоришь, будет возможность выбрать из правильных подходов. И архитектор именно будет настаивать на том, что это правильно. Но, во-первых, здесь нужны определенные знания. То есть в школе современной архитектуры нужно, чтобы эти знания доносились до слушателей, до студентов. Потому что в Средней Азии, в том вузе, в котором я учился, Самаркандский архитектурно-строительный институт, эти знания доносились. Была отдельная большая дисциплина. И мы изучали и на практике, и слушая лекции, как использовать народные принципы конструкций, материалов в современном строительстве. Здесь этого нет. Потому что нет, скорее всего, преподавателей, которые могут этому научить. Но это нужно делать. Индустрии нету. Совершенно Не верно. строится же ничего. Совершенно верно. И не строится. И не строится. Хотя мы видим, что все-таки тенденция к экологичности жилья, она преследуется. Люди хотят интегрироваться в природу. Особенно те, кто приезжает с больших городов, которые понимают, что сталь, стекло и бетон – это не то, что приносит успокоение для жизни, комфорт для жизни. Хочется что-то другое. А что-то другое нужно найти. И вот получается, что не можем предложить. Деньги Я в думаю, банке. я думаю, что к этому мы все равно придем. Но нужно, чтобы была определенная академическая база, с одной стороны. С другой стороны, нужно, чтобы и потребитель этого дела тоже созрел. Ну, конечно. Заказчик-то потребитель. Заказчик. Ты Кто понимаешь, деньги что дает? немало состоятельных людей, которые могут себе позволить
экологический проект, назовем его экологический проект. Но единицы тех, которые готовы заказать такой, потому что считают это несовременным, некрасивым, отсталым и ненужным. Соответственно, со стороны архитектора еще и нужно стараться доносить эту информацию до заказчика, что нет ничего подобного. Это именно правильное направление. Во всяком случае, как опция в выборе материала для строительства жилья либо общественного здания, оно должно быть. Ну, хотя по общественным зданиям больше отпадает это требование. Вернее, оно практически отпадает, потому что используется в любом случае при отделке там, больших сооружений, больших мечетей, природные материалы и так далее. А вот жилье нет. Есть те заказчики, их очень мало, которые пошли на такие шаги, которые терпели, которые учились вместе с архитекторами где-то, но тем не менее в результате получили очень достойные объекты, которые работают, может быть, уже и не десяток лет, и продолжают радовать и местное население, и приезжающих. Так и крутится Дживаль. Потому что дживальцы были одни из первых, кто пошли на этот шаг. Здесь должна была быть воля. И должна была быть любовь к традиции. И в итоге вот во многом это визитка. Ну, Дживаль, да, это визитка города как бы тоже. Не только города. Ну, не как только минимум. города для Вер. Как минимум. Потому что отель Дживаль в 2015 году в номинации «Лучший эко-этноотель года» на престижнейшем конкурсе Russian Hospitality Award, где в этой номинации выставлялось, насколько я помню, больше, чем 200 отелей по всей России. В том числе это были и мировые бренды, которые заходили тогда в Россию. Если я правильно помню, там Marriott, по-моему, был даже. Заняли первое место. Первое место. На 45 человек отель и Marriott на 4500, допустим. Ну, образно. Взяли первое место. И таких примеров в Крыму может быть и в перспективе больше. Есть некие тенденции, но они очень-очень слабенькие. Очень слабенькие. Поэтому заказчик тоже должен созревать, должен учиться, должен подходить. Да. Но все равно, я думаю, что с приобретенным весом и весом в профессии имеется в виду, да, и значимостью, я думаю, что твое слово тоже уже какое-то влияние имеет. То есть все равно с тобой уже по-другому заказчик разговаривает. Я понимаю, что у нас много невежества, много каких-то поверхностных вещей в этом деле, да, в этом строительстве, каких-то предпочтениях. Но все равно диалог все равно уже намечается, уже навязывается диалог, да? Да, для Веры это отрадно. На самом деле вот не все так пессимистично. Не все так пессимистично, потому что, откровенно говоря, больше становится тех, которые хотят использовать традиционные приемы строительства, зодчества в своих хозяйствах и даже в коммерческих хозяйствах. Это отрадно. Да, так долгий тернистый путь, потому что и архитектору нужно много изучать, копать, вспоминать, искать, неизвестно как пока, потому что многое забыто и утеряно. Да. Но тем не менее, совместно с заказчиками это делать будет быстрее, правильнее. Обоюдное желание, оно, как правило, дает лучший результат. Опять же, как это вышло на примере Дживаль.
И есть еще несколько других примеров тоже. Потому что Дживали это такой наиболее значимый. Ну, Дживали, наверное, первый, да, значимый такой большой проект. Да, да. Дживали это первый значимый Но он проект. действительно уникальный, действительно интересный. Я недавно, ну там, в прошлом году в первый раз побывал, ну, зашел внутрь, посмотрел. Он действительно интересный. То есть это не обычный отель, не заурядная работа. Это не заурядная работа на самом деле. Это не заурядная работа. И пусть таких примеров по Крыму будет больше, больше и больше. Благо у нашего народа есть потенциал. И появляются и коммерсанты среди нашего народа, которые имеют возможность делать такого рода комплексы и большие комплексы. Поэтому я думаю, что все-таки вот будем приходить к этому. Все равно появляется там, где-то больше, где-то меньше, но появляются такие шажки к направлению использования традиционных принципов зодчества в современном строительстве. Я думаю, что будет. Сау, Ренард, Сау, что пришел, был очень рад тебя видеть. Мы вообще много чего не обсудили, но я, знаешь, что подумал? Что мы с тобой кофейную церемонию не обсудили. Это очень важная штука, очень важная история. И хорошо, что у нас будет повод встретиться еще, поговорить. Ой, для Вер, Саул, что ты понимаешь, приглашая меня, что вот такие тенденции в архитектуре, вот такая перспектива, она нужна. Ну, Она да. нужна. За это тебе огромная благодарность. И сейчас вот немножко перематывая и анализируя то, о чем я сказал, я прихожу к тому, что действительно масса каши и много спонтанности. Тем не менее, я прошу, чтобы наши зрители отсеяли ненужное и поняли Ну, то, о это чем для мы с тобой думающих хотели людей, сказать. тут других не бывает, понимаете? Ну да.